Есть у нас Коран. Но это, как вам сказать, это как молитва татарская. И молитвой, и силами неравнодушных Эльдар Сабитов обрел пусть пока временное, но надежное пристанище. Уже 1,5 месяца мужчина живет в приюте для нуждающихся. Никогда не думал, что останется один, без семьи и жилья. Обязательно хочу работать, работу ищу. У нас кормят здесь, питание, все есть. Супы, каши, плов, сладости. Здесь накормят всех голодных. Так ежедневно сюда пообедать приходят до 100 человек с семьями и детьми. Днем одни жильцы приюта подрабатывают, другие остаются по хозяйству. Дров нарубить и баню истопить. Нам приносят одежду, которую вот здесь вот мы сортируем, развешиваем на плечики. За 2 года, что работает приют, летний и зимний комплект одежды получили 50 тысяч человек, а 6 тысяч нуждающихся смогли пережить здесь самое тяжелое время в своей жизни. Здесь действует 3 так называемых вагончика, где на постоянной основе проживает 14 человек. Мы пристраиваем их, общаемся с родственниками, выходим с родственниками на связь. Эта благотворительная организация уже стала участником республиканской эстафеты «100 добрых дел». Все, что для этого нужно, поделиться своей историей в соцсетях с хэштегом «Сможем вместе». Добрые поступки найдутся в копилке каждого. Младшего братика спас. Я в парке Урицкого езжу по озеру. Он туда за звездочкой какой-то полез. И в итоге упал туда. Голубей кормлю. В парк ходит сейчас, да? Там у нас есть специальное место около дома. Собачку на улице покормила. Проект собрал уже более 1000 публикаций. Лучшие будут размещены в специальной книге. Возможно, в ней будет рассказана и ваша история. Юлия Муратова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.